Якутия-24 продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите сегодня. Якутия скорбит. Ушел из жизни известный и уважаемый среди якутян Александр Ильич Борисов. 190 километров до границы с Якутией. Ледоход продолжает движение. Каковы прогнозы и подготовка к паводковому сезону? Гордимся и помним, в преддверии праздника 9 мая в Якутске проходят традиционные акции и мероприятия ко Дню Великой Победы. ЮЕСАС, почетный знак долгожителя Якутии, вручили Анастасии Тарановой, ей 100 лет. И коротко о главном. Обзор новостей и событий Ниренгринского района в завершении выпуска. К весеннему половодью Ленский район готов. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании в Ленске. По данным, ледоход на Лени находится в 190 километрах до границы с Якутией. О прогнозах и подготовке к паводку сюжет Анны Кожевниковой. Самое волнительное весеннее время для ленчан – ледоход. Историческую память не стереть, хотя после наводнения 2001 года прошло уже 18 лет. Как только начинается ледоход на реке Лена в Иркутской области, жители Ленского района следят за информацией, которую оперативно предоставляет единая дежурно-диспетчерская служба. По официальной сводке, нижняя кромка ледохода у нас зафиксирована в 120 километров выше. С 9 мая 2019 года с 9 часов утра у нас силы и средства Ленского района Якутской территориальной подсистемы РСЧС будут переведены в режим повышенная готовность в связи с тем, что ледоход приближается уже к границам Ленского района. Потому что к утру ледоход ожидается в Витиме. Подъем воды продолжается в пределах Ленского и Алекнинского районов. На реках регионального значения зафиксированы подвижки, а местами ледоход. На Нюе в районе гидропоста Камака, в Инялах на Пеледуйке. По мониторам видеонаблюдения ЕДДС следят за обстановкой на Лени. В Нюе и Артанахаре установлены камеры, позволяющие следить за рекой Нюя. Общая обстановка сейчас нормальная, все под контролем. Работает у нас сейчас оперативная группа, приехавшая из города Якутска, поэтому никаких пока отклонений от прогноза не зафиксировано. Как сообщили на совещании, проведенном министром МЧС России в Ленске 7 мая, комплекс превентивных мер на территории республики завершен. На реках Лена, Алдан, Тата организована работа 3 оперативных групп Главного управления. Всего спланировано убытие 9 оперативных групп ведомства. По риску весеннего половодья в зону возможного потопления попадают 105 населенных пунктов республики. Для ликвидации затороопасных участков и проведения экстренной эвакуации населения из зоны возможных ЧС создана группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС в составе 16 521 человека, 2169 единиц техники и 135 плавсредств. Планируется задействовать 15 судов гражданских авиационных компаний и авиационное звено Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Для мониторинга будут привлечены 2 комплекса беспилотных летательных аппаратов. Как отметил министр МЧС России Евгений Зиничев, Ленский район к прохождению паводка готов. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Если подробнее остановиться на ледоходе, то в Ленском районе до поселка Витим осталось 20 километров, наблюдаются подвижки льда, а речка Чуя идет полным ходом. Также накануне на 4 суток раньше, чем обычно, вскрылась река Алекма. Уровни воды там сейчас на 170 сантиметров меньше нормы. Ниже по течению реки у гидропоста Кюдюкюль начались подвижки. В ближайшие сутки 2 там ожидается ледоход. А на реках Алдан, Амга, Вилюй и их притоках продолжается суточный подъем уровней воды с различной интенсивностью. Также на реке Амга на 440 километров выше одноименного населенного пункта наблюдается густой ледоход. А уровень воды в реке Тяня на сегодня 495 сантиметров. До критического уровня остается еще 45. Наблюдается затор ниже гидропоста. Возможен подъем уровня еще на 30-50 сантиметров и подтопление низменных домов. Ждем подъем воды и, возможно, ожидаем разрушения вот этого заторного явления на устье реки Тяня. При разрушении этого заторного явления угроза населенному пункту пропадет. Пока, как говорится, работаем в режиме повышенной готовности.
Тем временем на лыжную базу города Мирного начала прибывать вода. По словам специалистов, ситуация штатная и находится под контролем. Там разработаны паводковые мероприятия, а персонал базы находится на круглосуточном дежурстве. Сейчас уровень воды, по данным, уже спадает. Со вчерашнего дня очень активно начала прибывать вода. Ну, ситуация находится под контролем, на самом деле ситуация штатная. У нас разработаны противопаводковые мероприятия, персонал базы находится на круглосуточном дежурстве, электроснабжение обесточено. Это не самая верхняя точка воды, то есть бывали годы предыдущие, когда уровень был значительно выше. И, как правило, через 2 недели уже на этом объекте будет выглядеть все не так. К другим новостям. Система контроля газовой обстановки определила выделение газа метана свыше предельно допустимой концентрации на руднике «Удачный» компании «Алроса». На момент ввода плана ликвидации на руднике находились 126 рабочих. Всех этих людей незамедлительно вывезли на поверхность. Пострадавших нет, сообщили нашему телеканалу в пресс-службе алмазной компании. Пока что в шахту рабочие не спускаются, сами работы также приостановлены до полной дегазации рудника. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Днем в Якутске в торговых центрах Туймада, Пирамида, Алмаз, Проспект, Апельсин и Республика провели эвакуацию людей. Предположительно, в объекты поступили анонимные телефонные звонки о заложенных там бомбах. В управлении ФСБ по Якутии сказали, что официальная информация будет позже. Как сообщает ТАСС, в Хабаровске торговые центры «Южный парк» и «Дом одежды» также сегодня эвакуировали после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Такие же инциденты произошли и во Владивостоке. Сейчас короткая пауза, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Гордимся и помним, в преддверии праздника 9 мая в Якутске проходят традиционные акции и мероприятия ко Дню Великой Победы. ЮЕСАС почетный знак долгожителя Якутии вручили Анастасии Тарановой, ей 100 лет. Коротко о главном. Обзор новостей и событий Ниренгринского района. Прямой эфир, итоги дня. Продолжаем выпуск. Сегодня в Москве якутяне возложили цветы к вечному огню на Поклонной горе. Это знаковое место в истории нашей страны. Оттуда в 1941 году уходили на фронт советские солдаты во время Великой Отечественной войны. Сегодня это большой музей под открытым небом, посвященный героям разных войн. И традиционно там 9 мая проходят одни из самых грандиозных мероприятий. Этот мемориал – один из самых любимых мест в столице страны у наших земляков-якутян, тем более в преддверии Дня Победы. Люди приходят почтить память своих предков. К сожалению, очень мало осталось у нас ветеранов, буквально единицы. Но все-таки они до сих пор принимают активное участие во всех мероприятиях. Буквально вчера большая группа ездила под Ржевом, где похоронены более 1000 наших якутян, где проходили страшные кровопролитные бои. Ездили также в Ельню. Многие наши до сих пор находят еще могилы своих родных и близких. В преддверии праздника 9 мая повсеместно, в том числе в Якутске, проходят традиционные акции и мероприятия. Одна из самых ярких – это «Весна Победы». Репортаж Сусанны Рожиной. Выставка военной техники, полевая кухня, концерты, песни и танцы – все это организовано накануне Дня Победы на площади Орджоникидзе для жителей и ветеранов войны и тыла, чтобы помнили, какой ценой нам досталось мирное небо. С каждым годом становится все меньше и меньше настоящих хранителей и воинов Великой Отечественной войны. Редеют ряды ветеранов, тем ценнее подобные встречи. И это дружеская, теплая атмосфера, которая царит на этом мероприятии.
Молодое поколение также гордо несет службу и в любой момент готово пойти на всеобщую мобилизацию. Я считаю, это мы должны помнить подвиг наших предков. Я как защитник Отечества должен дать долг своей родине. Я так считаю. Молодежь и маленькие дети не из кинофильмов, а воочию могли увидеть настоящую военную технику, услышать военные песни, увидеть постановку артистов Саха-театра «Письма из фронта», увидеть вальсирующих ветеранов, попробовать вкус настоящей полевой кухни и пропитаться атмосферой настоящей радости и счастья от победы над фашизмом. Мы организовали эту выставку для того, чтобы новое поколение, молодежь, жители нашего города увидели, какой технику мы воевали. Вот с этим автоматом ППШ, пистолет, пулемет Шпагина. Брали Берлин наши отцы, деды. С праздником! Не зря на полях войны гибли наши деды и прадеды. Живы герои войны до тех пор, пока их потомки помнят и чтят их подвиги. 74-я годовщина Великой Победы гордо шагает по стране. Сусанна Рожина, Владимир Павлов, Якутск. 9 мая телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха» покажут прямую трансляцию парада в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве. Впервые в пеший парадный расчет включены батальон Московского университета МВД России, подразделение военнослужащих женщин Военной академии воздушно-космической обороны и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета России. Также впервые в состав роты почетного караула включен взвод военнослужащих женщин. Всего торжественным маршем по Красной площади пройдут 35 парадных расчетов, а также свыше 130 единиц военной техники. Почетный знак долгожителя Якутии ЮЕСАС вручили Анастасии Тарановой. Ей исполнилось 100 лет. Она стала 6-й среди жителей республики, достигших такого почетного возраста. Сюжет Юлии Великодной. Анастасия Петровна родилась в маленьком селе Юнкюр Амгинско-Алекминской волости в православной многодетной семье крестьянина. Много лет в ее паспорте был указан возраст на 5 лет меньше реального. Вот меня в октябре будет, кто верит, кто не верит, 102 года. Сын Анатолий 8 лет назад начал поиски и писал в архив. И только прошлым летом в ЗАГСе нашлись документы, подтверждающие правоту. Сегодня у Анастасии Тарановой новый паспорт с верной датой рождения. Ну, все говорят, вот ты, наверное, не пила, не курила. Правильно, я не пила и не курила. И не пью до сих пор. Особого секрета нет, признается Анастасия Петровна. Говорит, никогда не было вредных привычек и старалась сохранять спокойствие в любой ситуации. Сегодня точно знает, какой совет дать молодежи. Самое главное – быть уважительным, старшим. И чтобы уважали старших, ну, помогали воспитывать дети. Кто плохо живет, надо воспитывать. Я двоим помогала. Трудовой книжке Анастасии Тарановой 82 года. В руки страшно брать. Очень ветхая, признается бабушка. Региональный почетный знак стал приятным событием в ее жизни. Ну, как же, конечно, рада. Знаешь, я чувствую себя, вроде я заработала это. Почетный знак долгожителя и сертификат на 100 тысяч рублей вручили Анастасии Тарановой представители Министерства труда и социального развития республики. К счастью, точная дата рождения определена, ну а мы желаем Анастасии Петровне крепкого здоровья. Юлия Великодная, Григорий Охлопков, Якутск. Грустная новость омрачила сегодняшний день. Скоропостижно ушел из жизни бывший министр связи республики, автор и ведущий программы «Охота и рыбалка в Якутии», уважаемый в народе человек Александр Ильич Борисов. Ему было всего 59 лет.
Александр Борисов родился 3 августа 1960 году в селе Техтюр Орджоникидзевского района республики. Свою трудовую деятельность в отрасли связи начал с 1983 года и за это время прошел по всем ступеням карьерной лестницы. Именно благодаря его профессиональной работе, ответственному подходу и умению видеть на опережение в Якутии телерадиовещание получило новый виток развития. Александр Ильич, когда работал министром связи, когда работал заместителем председателя правительства, впервые интернет переправился через нашу великую реку Лена, и он пришел в Якутск. Начали строиться такие магистральные проекты, как с Нижнего Местяха, уже до Магадана интернет дошел. По Западной Якутии, Мирный, Удачный, и сейчас уже Вилюйский экспресс стартовал. Началась стройка нашего оптоволокна в Заречье. Многие, кто с ним работал, сейчас отзываются о нем как о светлом человеке, профессионале своего дела. Именно благодаря его инициативе в столице республики засияла разноцветными огнями телевизионная башня Якутска и стала достоянием республики. Да, это тоже была чистая его инициатива. 55-летию якутского телевидения, когда был подан первый сигнал, вот по договоренности совместно с РТРС они сделали вот такое вот праздничное освещение нашей телебашни сегодня, которая, ну, фактически уже, можно сказать, стала символом города Якутска. Жители республики знают Александра Борисова по его авторскому проекту «Охота и рыбалка в Якутии». Сегодня на YouTube-страницу канала «Охота и рыбалка в Якутии» подписано около 70 тысяч человек. Молодые коллеги говорят, что Александр Ильич мог видеть в человеке и профессиональные качества и поддержать его начинания. На самом деле, вообще, это огромнейшая утрата, в принципе, для всех. И для нас, для молодого поколения, которые смотрели его программы, учились на них. Я не знаю, наверное, в Якутии вообще больше такого человека, который вообще умел в людях видеть талант и вообще чисто человеческие качества. Он ко всем относился с огромным уважением, был безумно умным человеком, который наш родной регион поднял до такого уровня. Он показывал Якутию такая, какая она есть. И благодаря его программам не только в России, за рубежом многие знают о том, какая у нас природа. Это огромнейший вклад в журналистику. То есть это действительно был человек, который вот в себе воплотил и такие вот управленческие высочайшие навыки, да, и творческое начало. И сегодня мы все скорбим, и от имени коллектива национальной вещательной компании «Саха» я передаю наши искренние соболезнования супруге Александре Николаевне, детям, всем родным, близким, друзьям и коллегам. Сегодня родные и близкие Александра Борисова получают слова соболезнования практически со всех уголков Якутии, в том числе и страны. Свои слова соболезнования передал и генеральный продюсер телекомпании «Дикое ТВ», с которым Александр Борисов работал долгие годы. Именно на этом канале проект «Охота и рыбалка в Якутии» имела хорошие рейтинги и полюбился многим зрителям. От нас ушел Александр Борисов. Долгие годы он был моим другом, творческим партнером, замечательным человеком, в высшей степени порядочным, горячо любящим свой родной край. Нас покинул незаменимый автор. Нет слов, чтобы выразить горечь утраты, камнем лежащей на душе. Примите искренние соболезнования родным, близким, команде Александра Ильича. От меня лично и от всего коллектива телеканала «Дикий». Константин Захаров. Александр Ильич был выдвинут на премию имени Дудкина. Он должен был его получить 6 мая, но из-за сложившихся обстоятельств он лично не мог его получить. Но, как сообщил министр инноваций и цифрового развития Якутии Анатолий Семенов, эту почетную награду передадут лично в руки супруги Александра Борисова. Нами сейчас создается правительственная комиссия по панихиде. 11 мая состоится прощание с Александром Ильичем. Хотел бы выразить соболезнования родным, близким, супруге, детям, внукам, коллегам, которые работали с Александром Ильичем.
В кинотеатрах республики стартовал показ фильма «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой. Напомним, что в этом году лента на 41-м Московском международном кинофестивале удостоилась приза зрительских симпатий. Премьера в Якутске для нас всегда самая волнительная. До этого была мировая премьера в Москве. И она, наверное, не так волнительна и ответственна, как премьера в Якутске для нас всегда. Как и в прошлом году с «Стар птицей». Потому что свой зритель, он всегда более критичен. Он всегда знает, где ошиблись, где показали не так, как в жизни. Поэтому мы очень волнуемся. Сейчас только-только первый показ, еще не закончился. Посмотрим, как пойдет реакция. Далее эфир нашей программы продолжит обзор новостей и событий Нерюнгринского района. Слово передаю коллегам, а всех жителей Якутии поздравляем с предстоящим праздником Великой Победы. Добрый вечер. Нерюнгри готов встретить 9 мая во всей красе. Патриотические афиши, советские звезды, георгиевские ленты и флажки украсили весь город. В образовательных учреждениях проходят встречи с ветеранами, в библиотеке тематические мероприятия, в музее представлены выставки и экспозиции. Гимназия номер 1 уже в апреле месяце начала свою подготовку к Великому Дню Победы с фестиваля патриотической песни. Каждый класс с 1 по 11 приготовил свою песню, с которыми теперь гимназисты выступают перед ветеранами и на городских концертах. Ежегодно уже на протяжении многих лет гимназисты несут вахту памяти. Старшеклассники в течение всего дня сменяют друг друга, и завтра, в День Великой Победы, именно они будут нести почетный караул на Нерюнгринском мемориале Ника. Эта традиция у нас уже длится на протяжении 10 лет. В течение 10 лет барсовцы сменяют почетный караул, сменяют ежедневно в течение 20 минут. В течение 5 дней длится вот эта великолепная акция. К ним присоединяются ребята из юнармии. Также в Нерюнгри в преддверии Дня Победы прошла традиционная патриотическая акция «Свеча памяти». Сотни нерюнгринцев составили из горящих свечей слово «Помним» у мемориала славы в городском парке. Людей собралось немало, сотни человек. Каждый с искренней благодарностью героям Великой Отечественной войны. Свеча памяти проводится не первый год. Традиционно 7 мая у Вечного огня нерюнгринцы собираются целыми семьями, чтобы отдать дань памяти и уважения героям своей родины, не вернувшимся домой с полей сражения. Я пришла с родителями, чтобы вспомнить про дедушку Александра Никитина Батучина. Он воевал Второй мировой войне. В память о тех, кто воевал, кто погиб на войне, и за уважение к тем людям, которые, можно так сказать, сделали этот праздник. С каждым годом наших героических дедов и бабушек становится меньше. На сегодняшний день в Нерюнгринском районе ветеранов Великой Отечественной войны осталось всего 3 человека. Сегодня представители власти вместе с нашей съемочной группой отправились к ним сказать слова благодарности и вручить памятные подарки. Валерий Михайлович Спиридонов в этом году отметил свое 92-летие. Когда по всему Советскому Союзу объявили о том, что началась война, ему было всего 15. Не только мы, как говорится, страдали от этого, от нехватки всего прочего, и продуктов, и товаров всяких разных. Ну что ж, были, как говорится, воспитаны так, чтобы терпеть. Вот таким был день сегодняшний в столице Южной Якутии. Оставайтесь на канале Якутия 24 и будьте в курсе всех событий.